начинаем очередной выпуск программы «Диванные аналитики». И эта неделя у нас была достаточно богата на события. У нас были аж на два митинга. Один посвящен борьбе за права диазников. Второй был посвящен у нас закону о дальневосточном гектаре. Кроме этого у нас еще был топ политиков, с кем бы вы провели ночь любви. Да, и не забывай про главное событие для страны, да? Это уже пресс-конференция Владимира Владимировича Путина. Итак, с чего начнем? Ну, давай начнем все-таки, как говорится, с главного события. Это шоу. Это шоу, это пропаганда. В этом очень много предсказуемости. То есть это, скажем так, ну и на мой взгляд, что обозначить просто такую ситуацию, что все в стране стабильно, под контролем, как бы, да? Ну, вот Владимир Владимирович заверил нас цифрами, что у нас ВВП растет, что у нас там и промышленный прирост имеется, и прочее, прочее. Но почему-то Росстат показывает совершенно другие цифры. А хотя на самом деле пресс-конференция это что такое? Пресс-конференция это допрос пристрастия. То есть, допустим, Путин сказал, Ротенберг, там, ну, вернее, вот этот самый Платон, все деньги идут государству, да? Люди у него спрашивают, а вот что ты, почему ввели третий способ сбора на дорожные, хотя уже есть акцизы, хотя есть дорожный налог, вот, транспортный налог, и зачем третий вот этот сбор? Да, то есть он может говорить вообще, что деньги полностью идут в государство, да? Извините, тут как бы, по идее, журналист должен был сказать, как это государство. То есть он должен был переспросить, Владимир Владимирович, ну как государство? А Ротенберг тогда еще присутствует. Он что, бесплатно что ли все это делает? Но уже его время ограничено, следующий. Да. И в этом смысле, смысл пресс-конференции, он только именно как шоу, элемент шоу и пропаганды. Ну, даже нет, шутки были, но, например, шутка, вот когда ему задали вопрос по экономической ситуации, он рассказал анекдот о белых и черных полосах. Меня это, если честно, насторожило, потому что вот этот отсыл к тому, что что раньше-то у тебя было? Черная полоса, как это черная? То есть белая полоса, раньше же ты говорил черная. Ну, выяснилось, что она, оказывается, белая. То есть тогда худшая ситуация оказалась лучше по сравнению с текущей худшей. Людей везут в такую даль, вот даже вот наш коллега Александр Прокопьев, больной человек, да, вот у него очень 3 часа сидел, колясочник, 3 часа сидел, специально для этого оделся. Самое обидное, что еще, забыл сказать, дальневосточникам-то не дали вопросы задать, вот в чем дело. А Дальний Восток, извините, 3 страны. Ну, половина конференции была про Сирию. Я понимаю, актуально, но без нее, без Владимира Владимировича там и так много сообщается в новостях. Да, не знаю. Вот как раз таки вот по дальневосточному гектару как раз был митинг, там организованный при участии депутата Ивана Шамаева, который в интервью мне, для нашего сайта, высказал точку зрения, что дальневосточный гектар это не направлен на то, чтобы людям непосредственно земля шла, да? То есть, дали вам гектар, там, занимайся производством, сельскохозяйством и прочее. Потому что действительно переезжать куда-то далеко, без инфраструктуры, что-то начинать, у людей просто начальных денег, капитала не у многих найдется. Делается это, по его словам, для того, чтобы, как в свое время 90-е вот ваучеры раздавали на люди не знают, что с ними делать. И потом у них по дешевке это выкупали. В итоге эти ваучеры, концентрируясь, позволили людям, нынешним олигархам приобрести крупные предприятия. То же самое будет с землей. Человек вот приобретет через интернет, ну то есть опасается депутата, что человек приобретет через интернет участок, а потом не знает, что с ним делать. Ехать ему в глухомань не хочется, как бы получил почти даром, а тут поступит предложение продать там, ну не знаю, за какую-нибудь там 50 тысяч, 20 тысяч, да? Ну деньги-то, получается, приждут практически из ничего, почему бы нет? И в итоге опять таким способом люди заинтересованные наберут себе большие-большие территории. А чем они будут там заниматься, тоже непонятно. Естественно, хорошо, что наши депутаты беспокоятся, и на сессии последней они все-таки предложили ограничительные меры, что хотя бы если человек берет эту землю, пусть он приезжает сюда, да, чтобы там было точно установлено, под какой вид деятельности он берет землю. Да. Все это хорошо, что в этом плане депутаты хоть наши работают. Но почему, скажем, этот вопрос не был задан Путину хотя бы? Да? Почему, отдавая вот этот важный вопрос земли на решение судьбоносное вот такое и обходить интересы регионов, почему-то это только сейчас люди озаботились. Но вот зато, с другой стороны, имеется положительный пример того, как вот, опять же, журналисты, СМИ, ну не будем себя хвалить, просто-напросто, как пример, что когда идет работа, направленная на указывать конкретную проблему, и когда идет диалог о
том, что вот она существует, и о том, что ее надо решать, что есть какие-то пути. Вот здесь ярким примером вот, митинг минувший, это диализник. То есть ты, как Денис, занимался этой темой, ты поднимал ее неоднократно в статьях, даже был награжден за одну из таких публикаций. Даже 2 раза. Даже 2 раза, вот. И здесь вот власти-то пошли навстречу, потому что они точно, точно знали, что делать. Мне кажется, да, благодаря, опять же, диалогу. Диалогу, то есть решением вот в этой ситуации, мне кажется, она является очень, очень важным событием. Он показательный. Он показательный, потому что диализники, это ассоциация нефролига, они очень четко, конкретно сформулировали, что конкретно они хотят. И все это было обосновано законами, чисто житейской логикой, нормативными актами и уже существующими проблемами, которые они сказали, вы хотите повторение этой проблемы? Мы предлагаем другой вариант. Они предложили свое решение проблемы, и власти их услышали. То есть он сам, Владимир Владимирович, создал образ последней инстанции, которая в конце всегда делает хорошо, то есть за праведных. Оно защищает права там мужчин. А здесь он, получается, и не защитил. То есть он сказал, ребята, что же вы так-то? Это же для вас всех там дороги и прочее, вопрос в том, что... Но мне кажется, что если соберется инициативная группа людей, которые... Дальнобойщики уже митингуют. Да, смотри, митингов мало. Нужно экономическое и правовое обоснование. Нужно полностью разложить, сказать, смотрите, Владимир Владимирович, не знаю, не к нему может даже, а к министрам, к экономистам обратиться, системно сказать, ребята, это невыгодно, все это популярно разложить им экономическое обоснование. Даже Герман Греф, глава Сбербанка, говорил, что в том виде, в котором сейчас Платон принимается, эта система, она скажется на инфляции. Мы все возлагаем на решение одного человека, в то время как мы должны брать ситуацию под контроль своей. Вот люди, немноголюдный был митинг, скажем, против того же дальневосточного гектара, но там собрались те, которые выразили свои сомнения, что в таком виде закон совершенен, в нем есть масса моментов, которые могут привести к последствиям. И те, кто мимо ходили, говорят, дураки, там, зачем так, и без вас примут прочее. Это глупое поведение. Потому что благодаря этому все-таки выступлению депутаты наши поправки эти внесли, рекомендовали их, отправили в Госдуму. И Госдума, хотя и приняла в первом чтении, но это не говорит, что закон уже работает. То есть будет приниматься с поправками. Не надо демонизировать власть, ни Путина, ни депутатов. Надо просто обществу быть активными и уметь четко формулировать задачи. То есть демократия начинается не с того, что Путин уйдет и придет хороший какой-нибудь там Навальный и скажет, все, ребята, теперь в стране будет демократия. Такого не будет. Демократия начинается с подъездов, которые люди сами должны управлять и управлять своими управляющими компаниями. И на митинги выходят тоже. Не просто так, как покричать, да, а конкретно четко сформулированными требованиями. Ну и завершим, наверное, таким более позитивным моментом. Это вот недавно появившийся топ наших политиков, и почему-то с таким вопросом кандидата, да с кем бы вы провели эту ночь? Вот как ты думаешь, зачем вы такую подборку создали? И довольны ли участники топа я тем, что там было разложено? Я не понял, по какому принципу определяется это голосование, потому что там невозможно кликать. То есть голосовать, то есть тебя уже решили, да? Это уже, опять же, мы эту шутливую тему мы можем даже рассмотреть с точки зрения того самого народного голоса, да? А за меня уже решили, что там, Еремеев-то последний месте. А может быть, он больше нравится. Может, он симпатичнее. Да, там или почему-то на первое место выходит там Мария Христофорова, да? А какая-то Гузель какая-то Газизова или там Газель, Зизель, пардон, девушка красивая, видно? Симпатичная, красивая девушка, почему-то она стоит за политиками, которым, я так понял, судя по всему, организаторы этого сайта хотят, грубо говоря, подкатить, да? Потому что это с этой Гюзели, по-моему, ничего нельзя взять, да? Но она украшает, за нас решает то, что вот эти люди почему-то симпатичнее, да? Что мы, народ, готовы вот с ними переспать, да? Потому что какой-то один организатор решил, что, а он хочет подкатить, с коммерческим предложением получается, да? То есть вот смотрите, как я вас поставил на выгодную позицию. Ну а зачем за нас решать-то, блин? Извините, откровенно нам впаривать людей, которые... по факту, что вот этот на последнем, этот на первом, этот... Вот даже они запустили этот сайт, а где кликнуть-то? Я не могу кликнуть. То есть за меня проголосовали, да как так-то вообще? Я хочу отдать голос за Еремеева. Почему он на последнем месте? Вот, я думаю, с красивым завершением нашего выступления будет какой-нибудь пакистанский рэп.
Потому что в любой непонятной ситуации слушают пакистанский рэп. До свидания. شيل مكيف ركب مكيف ركب شفاطة خلاطة بلاطة نفر سعودي زيادة عباطة أنا ما في خوف من كوفيل أنا ما في خوف من كوفيل أنا شيل كل شي فوق جو